Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители. Меня зовут Сайдмурод Давлатов, доктор экономического развития. Я бизнес-тренер с 1998 года. Она с надеждой брала кредит, чтобы товар покупает, продаст. Потом у него 27 списка, есть 4-5 человек, которые товар давали ей под реал. Она пришла, товар у них брала под реал, с надеждой, чтобы продаст и что? Хоть чуть-чуть зарабатывать и долги закроет. Согласны? Или просто так ей нравилось так делать? Нет. Следующая вещь. Она пришла к цеху, который шьет одежды. Она попросила у него: пожалуйста, ты зашивай, пожалуйста. Ну дай мне, продам, твои деньги верну. И эти деньги тоже расходовалась и не могла вернуть. Это все она делала. Это есть то, что мы пытаемся что-то делать. А ситуация хуже. Пункты больше пунктов. Должников больше. Цикл набирает сила, когда вот 3, 5, 7, вот она. Вот эту женщину оставьте с такое мышление. Она когда-нибудь молилась, поэтому Аллах привез ее ко мне. Я вам даю слово. Это правда. Оставьте ее в таком положении. Я уверен, через год у нее будут больше 50 пунктов. Да. Допустим, а когда мы молимся, в маршрутке едем, мы же не думаем ни о чем, мы уже мы сами. О чем думаешь в тот момент? Нет, если мы молимся, помоги нам. Не. Это не в эту категорию. Сейчас скажу сам себе. Особенно, когда вы сами один сидите, начните думать о доход. Потому что вот эта мысль, она самая сильная мысль. Кто меня понял сейчас? Она докопается до творческого мышления и пробуждает интуицию. Интуиция показывает вам вот среди 10 решений, какой выбрать. Уловили? Она начинает вам помогать. Вот когда вы один сидите, только думайте о доходе. Вот старайтесь, когда вы один, чтобы ни о чем больше, кроме дохода, кроме удачи, кроме радости, кроме... Приключайте. В самом начале будет тяжело. У вас в голове вот бамс, один мысль. Бамс, соседка. Бамс, другой мысль. Вы поняли, да? Вот мысли будут бабах. А когда вы в долгу, они же еще звонят, вас выводят из себя, потом в середине работать не можешь. Попозже я сейчас дам сначала технологию, что надо делать. Сначала нам надо будет создать между вами стена, чтобы вот эта эмоция до вас. Вам надо уже спар. Спар вот это как надо? Доспехи. Да, доспех это негативный щит, да. Сначала его надо формировать, это бронь, потому что они звонят, и тебе уже настроения нет. Ты целый день уже не можешь работать. Вы это заметили? Они выводят тебя из себя. Они реально выводят тебя из себя. Ты не можешь сосредоточиться. Нам надо это действительно защищаться. И как это делать? Я попозже технологию. Потому что я понял, что не могу работать. Они не дают мне работать. Я хочу им вернуть долг, но они мне не дают работать. Потому что они убеждены, что я не хочу им вернуть. Они убеждены, что я не могу вернуть, не хочу вернуть. Они любым путем пытаются хоть что-то. Вот бывает, что вот когда что-то делают, лишь бы хоть что-то забрать. Как будто ты умер и все, жизнь закончится. Я одному сказал: послушай, хорошо, я тебе верну твои деньги. Это все твои проблемы жизни закончатся с этим, что ли? Он говорит: нет, мне не надо. Результат не зависит от того, чем мы занимаемся. Результат не зависит от того, чем мы занимаемся. Результат не зависит от того, чем мы что? Занимаемся. Результат зависит, о чем мы думаем в нерабочее времени. Эй, кто бы мог бы подумать, что тогда? Дома. Теперь смотрите, я секрет скажу вам. Поэтому большинство людей, которые бедные, они богаты не станут. Потому что они постоянно работают, а в свободное время, когда сидят, думают о все плохое. Говорят о фильмах, говорят о новостях и все критикуют других, говорят, чья-то свадьба рассказывают. Поэтому они ничего не добьются в жизни.
А когда тем более ты об этом в этот момент думаешь о долгах, ты вокруг себя полно долги. Сам создаешь долги. Не имеет значения. Это понятно, непонятно, веришь, не веришь, никому не интересует. Знаете, как работает? Вот здесь есть розетка. Розетка видели когда-нибудь? Вот розетка электрическая. Подойдите сюда, пальцы зажимайте, пальцы сюда засовывайте, ток вас бьет. Не верите? Давайте попробуйте. И не имеет значения, вы это понимаем или не понимаем. Согласны? Не имеет значения, мы этому верим или нет. Факт, она так работает. Здесь точно такой факт работает в законе Вселенной. Закон так создан, ребят. Дальше пойдем. Второй мысль, что я сказал вам туда писать? Какой был второй? Человек сегодня нет, завтра. Когда-нибудь оказывается там, где его мысли. Потом еще кое-что сказал. Наши мысли являются мостиком между нами и нашей что? Реальностью. Именно наши мысли приводят к новой реальности. Теперь, значит, если вы в долгах, вы поняли, что когда вы свободны, вы о чем должны думать? Видите, у него автоматически, он настолько натренирован. О чем надо? О долги говорит. Вы видите, он сам не ожидал, потому что это автоматизм. Понимаете? Какие за вопросы? До этого момента какие вопросы? Вот пост вы имеете в виду как при Рамазане? Да, 1 к 1. Только не только отказ от еды, отказ от все плохое. Язык должен пост держать. Не врать, не обманывать, не хитрить, глаза тоже. Уши тоже. Сплетни слышать нельзя. Чистота слух будет. Вспомните, да? Чистота слух. Очень важно соблюдать. Кто-то придет вам, орет на вас, кричит на вас, а вы спокойны, потому что у вас чистота слуха. Вот так, вы должны для себя определить, я не хочу слышать плохое. Что он говорит, пусть говорит. Знаете, что делает вас сильным в этом плане? Сделайте так, чтобы никто не мог вывести вас из себя. Очень важно. Напишите себе. Сделать так, чтобы никто не мог вас обидеть, и никто не мог вас вывести из себя. Если никто не может вас вывести из себя, я могу уверенно сказать, что вы быстро избавитесь от долгов. Сохранять внутри себя спокойствие. Когда вы начнете сохранять внутри себя спокойствие, вы начинаете управлять ситуациями. Когда эмоции идут вперед, это ни к чему хорошему не приведет. Разделяемся по 2 человека. По 2 человека разделяемся. Пожалуйста, по 2 человека. Это очень важный момент. Значит так, вы по 2 человека, вы вдвоем, вы туда, вот сюда повернитесь. По 2 человека, у всех должна быть пара. Молодой человек, сюда поближе сядь, пожалуйста. Теперь, один из вас рассказывает другому, что ты понял. Что ты взял до этого момента, что ты понял. Второй слушает. А потом вы можете поменять ролями, хорошо? То есть вы должны понимать, что вы в себе видели, чего ярко у себя поняли, что вот оказывается, почему у меня так, а теперь я понял, что использовать от этого. Хорошо? Начали, поехали. Говори. Ограничения, которые создают долги. Ребята, я хочу сказать вам, что наверняка обычный человек не знает, к чему приводят долги. Если бы он знал бы, наверное, он по-другому делал бы. Но поскольку человек не знает, он делает те вещи, которые приводят ему к действительно реальным страданиям. Какие ограничения приведут долги? Первое ограничение появляется в вашем сознании. То есть сама жизнь, вот когда человек начинает долги брать, по чуть-чуть начинает брать и так далее, вот эта энергия долги, она какая-то странная. Она начинает потихонечку ограничивать ваши способности думать. Так и надо писать. Ограничивает способности что? Думать. Поэтому человек, который попадет в долги, он просто не знает, чем заняться. Он не знает, как делать. Он не знает, как от них выбраться. Он хочет, но он начинает туда смотреть, сюда смотреть. Чаще всего его окружает как занавес. Вот сознание, вот такой занавес. Он не видит, чем заниматься.
Потому что вот эта умственная энергия начинает уменьшаться. Это надо писать. Кто из вас это заметил хоть разу, что какие-то умственные способности ограничены стали? Вроде бы что-то делаешь, непонятно, да? То решение, которое принимаешь, неэффективнее. Девочки, бумага. Да. Решение, которое принимаешь, неэффективнее, вроде бы начинаешь чаще ошибаться. Вы это заметили? Начинаешь чаще ошибаться, чаще то, что делаешь, приводит к некой новой потере и так далее. То есть получается, что вот это творческое мышление, умственные возможности начинает ограничиваться. Первое. То есть первое ограничение где происходит? В сознании происходит. Теперь